Это всегда очень красиво. Наверное, каждый родитель, когда в семье есть дочка, хочет, чтобы его маленькая девочка встала на пуанты и станцевала как минимум «Лебединое озеро» в белой красивой пачке. Но немногим это под силу. Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Долинская, и это программа «Испытанной себе». Сегодня в рамках нашей программы мы расскажем вам, что балет за своей красотой скрывает долгий и упорный труд. И даже на себе это испытаем. Будьте с нами в течение всей программы и узнавайте самое интересное, самое первое. Прямо сейчас мы находимся в Театре оперы и балета, где проходит репетиция, премьера балета которого состоится уже завтра. А я хочу вас познакомить с моим тренером-балетмейстером Юлия. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте рассказывать, с чего начинается жизнь в балете, ведь танцы – это жизнь для многих. Ну, балет в жизни каждого из нас появляется, как правило, он появлялся раньше в 10 лет. После 3-го класса мы поступали в училище, и вот с тех пор вот каждый день мы начинаем с утра. Урок, как правило, это разогрев. Начинается с разогрева. Хорошо, давайте. Я тоже хочу разогреться, вы будете мне показывать, я буду за вами повторять. Начинается, да, лицом к станку. Это вот наш станок, рабочий станок. Мы сначала должны разогреть с вами стопы, потому что это наша опора, это наш хлеб, и поэтому мы должны очень хорошо разогреть все связки. Там очень много мелких связок, и они очень важны для нас, поэтому мы начинаем с разогрева. Обычно это батман-тундю. Очень медленно, прорабатывая все связки, натягивая изо всех сил. Да. И во время такого простого движения мы должны следить за корпусом, за натянутостью мышц и как бы приводить свое тело в рабочее состояние, активное. Вот. Ну и это, конечно, после того, как мы разогрели свои стопы, начинается разогрев более крупных суставов, могу так сказать, да? Это колени, это вот да. Переходы начинаются у нас по второй позиции. Это мы разогреваем связки уже более крупные. Я не знаю, как это правильно. Это тазобедренный сустав? Да. Потом мы, допустим, ну если по порядку, да, начинаем разогревать корпус. Это, значит, наклоны. Сильно глубокий? Наклоны. Ну, конечно, есть свои правила. Это квадрат держать, как бы не вот так вот, да, допустим, не туда, а именно в сторону. Если это наклоны в сторону. И спина, конечно. Спина у нас прогиб начинается с лопаток. Сначала, как правило, лопатки, потом подключается поясница. Направо поворачиваемся и налево. Лопатки, поясница. Ну вот, и в принципе на этом можно сказать, ну это основные такие движения разогрева. Испытано на себе. Так, дальше у нас начинается первое движение экзерсиза, это плие после разогрева, приседания. Да. Обычно комбинации у нас на квадрат, то есть первая позиция, вторая позиция, 4-я позиция и 5-я позиция. Вот. Ну, там могут варьировать, конечно, педагоги сами, но в основном вот так вот. Но в основном так, это у нас деми-плие, это такие неглубокие приседания. Держим квадрат и, как говорится, 5-ю точку не оттопыриваем, да? Она всегда над пятками должна быть. Вот мы чувствуем, как она над пятками. И вот это деми-плие. Первая позиция.
Первая позиция – это вот напротив солнечного сплетения. И не сильно вытягивая локоть. Да. И еще деми-плие. Открываем через пальчики. Это вторая позиция рук. И гран-плие. Гран-плие – это глубокое приседание. Пятки отрываем? Отрываем. Если деми-плие мы пятки не отрываем, то гран-плие мы отрываем, но стараемся отрывать их в последний момент. То есть максимум мы должны сесть, растянуть свои ахиллы, и потом, если уже совсем никак, то пятки поднимаются. Кстати, у каждого ахиллы разные. Бывают мягкие ахиллы, бывают жесткие ахиллы. От этого, кстати, прыжок зависит, высота прыжка, допустим. То есть это как кинетическая своя физическая особенность, Да, может которая быть. потом в последующем... Ну, ее, конечно, можно растянуть, разогреть. Ну, чем, в принципе, мы и занимаемся каждый день. Тем более у нас климат же, знаете, сами знаете, какой климат у нас, поэтому разогрев – это у нас очень важное занятие. После плие идет батман тангю. То есть, если, допустим, ну, как по мне, так плие – это более такой вот разогревающий, растягивающий наши связки, да? Допустим, движение растягивающее наши связки, разрабатывающее наши суставы, можно сказать, то батман тангю – это такое движение уже силовое немного, уже на натянутость проверяем свои ноги. Тоже держим квадрат. И у нас вообще правило батман тангю. Это если вперед открываем, то это напротив плеча. Вот так? Да. Чуть-чуть. Вот. Напротив плеча. Закрываем носком. Да. Если мы выводим ногу пяткой наверх, между прочим, у вас отлично получается. Закрываем носком. Это вперед. А в сторону мы открываем его через первую позицию в сторону. И через, опять же, первую позицию мы в пятую заводим. Ну и в сторону так тоже. Вот через первую натянули и закрыли. Вот. Так, сделали назад. Это у нас открываем носком. И стараемся, чтобы пятка, смотрите, пятка, чтобы не вот так торчала, то есть не торчала, да, а вниз ее давим. Здесь подтягиваем и давим пятку вниз. Закрываем пяткой в пятую позицию, выводим носком, закрываем пяткой. Вот. У нас тут тоже комбинация на квадрат. Вперед, в сторону, назад, в сторону. Ну, тут бывают очень интересные комбинации. Мне вообще нравится батман тангю. Там могут быть и переходы, могут быть такие переводы ног. Не знаю, есть еще такое движение нажим. Ну, вот так. Очень хорошо разогревает и стопы, очень хорошо это движение. Так, и, ну, и отсюда, конечно, посложнее уже могут быть всякие пируэты, всякие позы. В общем, фантазия тут. Я знаю, что есть 3 арабеска. 3 арабеска. Первый я не третий, вспомню, второй четвертый. был вот такой. Или наоборот, вот так. А это, по-моему, 3-й. Нет. Ну, если так резко переходить, то да. Мы же зал делим на 8 точек, получается, да, как правило. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первый арабеск у нас Вот этот? да, в этот угол. Открыли батман тангю и угол. Первую точку. Ой, во вторую точку. Вторая точка. Это первый арабеск. Второй арабеск. Мы держим квадрат. Осторожно. Держим квадрат.
Это второй арабеск. Так, третий арабеск у нас нога. Если относительно того угла. Уже закрытая поза. Вот это третий арабеск. И четвертый арабеск. Для чего они Плоскость. нужны? Это как выражение, наверное, какое-то нашего тела. Она потом используется в танце? Пластическое, конечно, конечно. Тут одна линия должна проходить. Дальше по порядку у нас идет батман тангдю жите. Это бросок. Ай. Ой, осторожно. Да, я сама себе так ударила неплохо. Осторожно, да. А ударить должна была по полу? Ну, Или как? это батман тангдю то же самое, да? Только да, и обратно также по той же схеме, только раз и закрывать то же самое. Оп. И в сторону то же самое. Раз, раз, и раз, и раз. Но это невысокое. У нас есть бросок наверх же, это грамматман. А это вот такой вот 25 градусов примерно. Я вот слышала такое, стереотип ли это, или это действительно работает, что некоторых отправляют в балет для того, чтобы исправить осанку. Это помогает? Это не стереотип, это правда. Это правда так есть? Это правда, мне кажется, да. Мы же всегда должны держать лопатки, осанку. Шея вытянута, плечи вниз. И причем это уже как подсознательно как бы должно у нас идти, потому что мы же не можем выйти, допустим, с такими плечами. Конечно, если это не в образе каком-то. А так, мне кажется, это правда, да. Испытано на себе. А еще такое, правда, что балерину видно в толпе? Что все равно вот со сцены в обычную повседневную жизнь вот эти привычки там, Ну, да. держать часто спинку, там, слышали. выворотность ног. Да, часто слышим такое, что балерин, артистов балета видно на улице, там, как вы идете, причем идете вот так вот, как Чарли Чаплин, Ага. типа такого. Потом, ну и осанка, конечно, выдает. Ну, не знаю. Все равно то, что мы вот, допустим, с 10 лет, да, вот к нам прививали вот эту вот осанка, квадрат, там, да, шея там должна быть длинная, какая бы она ни была, она должна быть длинная. Плечи должны быть внизу, живот должен там прилипнуть к позвоночнику, должен. Не знаю, и вот это все держать изо дня в день, потом это, конечно, в простую жизнь переносится. И действительно многие говорят, что нас сразу видно. Ну, есть такое, наверное. Зимой не видно, зимой мы все живем. Дальше у нас по порядку после батман тангдю жите идет фондю. Движение плавное. Нет, не фондю. Ронд-жам партер у нас идет. Следующее Кстати, я знаю, движение. что рон-де-жам-партер – это в переводе с французского, это же французское Да, название? да. С французского переводится как «круг, нарисованный на полу». Ну, Вот. да. Это все мои познания балета. Вот, значит, вот действительно, это круг, нарисованный на полу. Выводим вперед. Пятку прячем от зрителя всегда. Да. Вот так, да. Вот это основное движение ронд-жам-партер. Там тоже могут быть всякие комбинации через плие, на плие. Да. Бывают как ровные, так и двойные. Это как ускоренное получается, да? Ну да. И раз, допустим. Да, восьмушки бывают там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну тоже техника, если усложнять.
идут растяжки. Так? Да. Угу. Непривычно. Прогибаны. Да. И вперед тоже. Через второй. Закрываем. Дальше у нас идет фондю. Движение. Движение плавное, силовое. Кудепье. И вводим медленно вперед. Держим квадрат. Держим угол. И перед плечом. Да. Медленно, на мышцах. В сторону. У меня как будто косолапит. Ну, это вот в суставе, да, вот нужно хорошо выворачивать. Тоже на мышцах, медленно. Кудепье назад. Выводим коленом. Начинаем выводить коленом. Закрываем кудепье. И медленно на мышцы спустили и закрыли. Вот основное движение фондю. Там тоже могут быть всякие комбинации. Это в сторону можно комбинировать с ронжам-партер. Англер. Ронжам-англер — это тоже Круг в воздухе. да. Его обычно вот с фондю можно скомбинировать. Вот фондю в сторону. Вот так? А как, вовнутрь или наоборот, внаружи закрутить? Это бывает и андор, и андетан, то есть вперед и назад. То есть вперед ронжам англер, он делается, как вам показать лучше? Вот, допустим, это нога в сторону и через вывод, да, чуть-чуть вводится вперед. Я Да, поняла. ногой такое движение должно быть. То есть получается вот так? Нет, вот смотрите, вот в сторону и немного вывели вперед и открыли. В сторону. Это сильно. Вот этот сустав не должен двигаться. А, то есть у меня от колена в вот, сторону эта часть открылся. двигается, да? Вот он в Ой, сторону. как все щелкает-то. Вот тут зафиксировано все. Вот мы в сторону открыли. Вот это стоит колено на одном месте. Работает только низ ноги. Да. И стопа не гуляет, не вертится. Она тоже зафиксирована. Осторожно, да. Это очень сложное движение, между прочим, да. С непривычки это очень даже... Делали андор, то вперед. И также андедан, только уже наоборот. И в сторону. В сторону. Вот у меня вот Сторону. этот получается чище, чем первый. Квадрат держим. Носок. Нет, вытянуть колено. Через. Доходим до колена и открываем. Только вот не такого движения не должно быть. Вот ровно в сторону выходим. Через. А, то есть даже полукруг. Да, это вот не вот так. Вот так? И, да? Ой, осторожно. Как все заболело. Но это приятно. Со временем, да, со временем эта боль уходит из-за постоянных тренировок, уже как-то мышечный памятник. На самом деле нет. Нет, все равно есть формы, когда вот, допустим, тот же самый отпуск. Нет, конечно же, это у нас уже наработано, да, но у нас, допустим, отпуск, 2 месяца у нас отпуск. Конечно, мы приходим немного не те, да, и вот все заново приходится ставить вот так вот. То есть как бы мы не были натренированы,
все равно приходится входить в форму. А бывает такое, что в течение какого-то времени девушка или парень занимается балетом, у него есть растяжка, у него все это получается, потом по каким-либо причинам он это прекращает, забрасывает, и потом спустя, может быть, пару лет хочет возобновить это, но мышцы уже, они как бы помнят, но они уже не в том состоянии, то есть уже и шпагат не такой красивый, более полный не получается. Такое возможно? Но на самом деле, если он садился на шпагат, то он будет садиться на шпагат. И по истечению 2 лет, 3 лет, как бы, ну, может быть, не сразу, не сходу, как бы, но все равно будет. В форму входят, да, у нас есть такие люди. А какой возраст профессиональной карьеры балерины? Вот во сколько они уходят на пенсию? Так, значит, вот 20 лет. На сцене 20 лет, и потом уже пенсия. Так, а 20 лет это с 10, считая? Нет, это считая с 17, допустим, с 18, ну как выпустился. То есть, ну, 40 это редкий случай уже, если балерина продолжает карьеру. Нет, не редкий. Почему нет? Ну, 40 это как бы уже, наверное. Допустим, если я выпустилась в 18 лет, 18, то я вот в 38 уже чисто теоретически могу быть пенсионеркой. Вот. А еще у нас раньше было такое, что если ты поступаешь работать в театр солисткой, да, ведущей, то у тебя 15 лет. То есть теоретически мы могли стать пенсионерами в 33 года. Что касается сольной карьеры, это талант, это блат, может быть, какой-то, или же это, я не знаю, воля случая какого-то? Как получается? Потому что кто-то всю жизнь поет, танцует именно в общих группах, а кто-то солирует. Даже не знаю, как сказать. Наверное, определенный талант. Это в совокупе должны быть как бы и данные хорошие, и музыкальный слух у тебя должен быть, и чувство ритма, актерское мастерство, и координация очень важную роль играет. Не знаю, вот если это вот все вот есть в одном человеке, то это, я думаю, очень большие шансы стать ведущим артистом балета. Так, ну, в принципе, все вышеперечисленное у меня есть. Ну ладно, все, давайте вперед к сольной карьере. Так, дальше у нас... Ну, у нас дальше там идут батман, там где фруппе, удары ногой. Потом птибатман. Это вот маленькие, очень мелкое движение. Вот у меня никогда не получалось. Ну, честно скажу, мне тоже. Ну, у меня так нога чисто двигается. Особенно с левой ноги. То есть мы же все упражнения, вот эти все, да? Плие, ладно, бадмантом дю, вот эти все движения у станка мы делаем и с правой ноги, и с левой ноги. Ну, и у людей же, как, допустим, пишет правая рука, да? Вот ты чувствуешь правую сторону, правую ногу ты чувствуешь, а левая уже она немного тормозит, может быть, немного не слушается, там, и техника не та. Ну, у меня, допустим, так. И вот это самое движение, птибатман, справа, если еще ладно, то с левой уже и рука может в кулак собраться. Ну, в общем, это движение, я думаю, на то, чтобы наши ноги собрать в кучу, что ли, в тонус привести, наверное. Вот эти все вот собранные, очень короткие движения. Вот, в общем, и, наверное, не будем останавливаться на них, да? Вот, Я вот еще хотела спросить, правда, что есть определенный регламент по весу балерины? Она там не может весить выше какого-то числа? Ну, когда мы учились в училище, когда у нас начался урок дуэтный танец, дуэтно-классический танец, то нам сказали, что если девушка будет весить больше 50,
то уже как бы не стоит делать высокие поддержки. Но это на тот момент, когда наши мальчишки как бы еще, может, не окрепли, да, вот получается, только начали изучать, может, поэтому, а так я не знаю, я думаю, что главное, чтобы была разница между партнерами, там, не знаю, ну, плюс 15-20 килограммов. В сторону парня. Да, желательно. Желательно в сторону парня. А так, допустим, если по весу стандарт, это если, допустим, я 1,58 м, секрет наш, то 1,58 м, то если для обычного человека это минус 58 100, килограмм должно было быть. это минус 100, то есть это, ой, нет, 110 получается, это 48, это моя норма. То в балете это 120, то есть моя норма 38 килограммов. Так, если я 168 минус 120, это 48 Да. килограммов. Не хотелось бы хвастаться, но я перегнула ее всего на 3. Отлично. А что касается роста? Роста, Все равно же какие-то общие, там тот же самый балет, там «Лебединое озеро», они же все просто как по линеечку одного роста. не, ну, на самом деле такого нет, наверное. То есть, если, допустим, это балерина, ну, танцующая, наверное, сольные партии, да, ведущие с партнером, допустим, да, ну, конечно, хорошо, когда партнер выше партнерши, но если партнер высокий, то почему бы и балерина не может быть высокой? Вот. Ну и, в принципе, не в этом, наверное, самое главное. Главное, не знаю, чувствовать друг друга, наверное, так. А вообще, не знаю, вот эти все ровные линии, они же вот в зале в этом репетируются, как бы, да. Все подрост подгоняется, допустим, вот по лестнице, да, получается. И педагог-репетитор, он старается ставить подрост. Сначала высокий, допустим, потом ниже, ниже, ниже. И из зрительного зала это смотрится, ну, как будто бы мы все под один рост. Главное, чтобы рядом не стояли. Оптический допустим. эффект. Да, да, такой вот иллюзия, волшебство. Да. Испытано на себе. Потом идет, допустим, адажио. Адажио это очень красивое на самом деле движение. Это очень танцевальное такое движение. Ну, это вот подъемы ног. Через носок, через пассе, на плие сели глубоко, допустим. Это тоже все у нас квадрат. Вперед, в сторону, назад, в сторону. Тоже очень много разных вариантов выполнения адажио. Музыка очень красивая. Ну, давайте мы с вами сделаем сутеню, наверное. Да? Давайте. Это вот движение, исходная 5-я позиция. Открыли руку, закрыли. Вместе с ногой мы поднимаем. Раз. И на плие мы садимся, угол держим, квадрат держим, лопатки держим. А правая нога согнута? Да. Она на плие, углубляется дальше на плие и втягивается обратно в 5-ю позицию. Вытянутая. Еще раз. Пассе до колена. На плие. Что-то у меня так высоко не поднимается. Ну, это уже почти 30 лет Ау, потянула. занятий. Так, еще раз. Через пассе, через колено. Выводим вперед. Держим квадрат, лопатки, угол. Углубляем плие опорной ноги. И втягиваем ногу обратно. Так, в сторону, назад,
еще раз в сторону обычно. Ну, это может быть по позам. Ну, вообще все движения у нас могут быть по позам. Допустим, или так, или эфасе, круазе, экарте, арабески. Вот. Что дальше? Дальше у нас грам-батман. Это вот Это махи вперед. махи вперед, да, броски ног. Тоже квадрат, вперед, в сторону, назад, в сторону. Допустим, если попроще, то давайте 2 вперед, 2 в сторону, 2 назад, 2 в сторону. Руки могут быть как здесь, если это прямо, или по позам. Да, вот так вот. Ну, мы сделаем прямо, да? Через батман тангдю открываем и бросаем. И закрываем тоже через батман тангдю в сторону. Ой, щелкнула. Закрыли. Теперь назад. Раз. Два. И еще раз в сторону. Раз. И закрыли. На шафоне такая крупная, кажусь. Просто огромная. Нет, на самом деле очень хорошо выглядите. Килограмм 70. Ну, мы закончили станок. Потом мы выходим на середину зала. Пойдемте. Что делается здесь? Здесь мы делаем все то же самое, только уже на середине зала. Без опоры, Без держась опоры. только на себе. Да. Ой. Так? Да. Ага. Раз. Оп. Когда я повторяла, мне казалось, что я запоминаю. Сейчас я что-то... Так, вот так же это было. Так. Так, ага. И раз. А нога вот эта вот куда? Она сюда вперед сразу? Она, уходит? да, вперед Оп. заводится. И на нее садитесь. И эту ногу потом выводим вперед. Еще раз. И вот так вот. Да. Вот так. Кажется, я поняла. Пока попробуем без рук, потому что я, если еще о руках буду думать, я вообще... Где мы тут в собственных ногах узел держим? За юбочку. Так. Раз. И вперед раз. И вперед вывели правое. Вперед вывели левое. Ой, что-то получилось. Дайте еще раз. Три, четыре. И раз. И два. И раз. И два. А теперь с руками тогда. Руки у нас То первые. есть, получается, это правая нога, Первая она арабеска. основная, но я на ней прыгаю, она всегда вперед. Да. А потом я делаю как Кудепи. подскок какой-то. Подскок. Хорошо. Значит, первый арабеск. Прыгнули с сончика. Ногу провели. Руки собрали в первую позицию. И дальше по той же схеме. Раз и два. И раз. Ой, я прям почувствую старость. Мне понравилось. Я хочу еще. Можно поживее чуть-чуть, полегче. Поживей. Ой, я уже запыхалась. 3, 4. И раз, два. Раз, два. Та-ра-та-та-та. Так же, да? Ага. 3, 4. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Так, Коряво, но что-то есть. Все, теперь отлично, самый красивый для наших телезрителей. А вы же перекидной хотели сделать. И перекидной хочу. Раз, значит, одна. Первая, вторая, третье движение.
И давайте встанем просто в позу. Отсюда шоссе, перекидной. Так, туда Еще раз 3. встанем. Да. На какой ноге должна остаться? На вот этой, да? Куда я должна Сейчас. прийти? Раз, два, 3. И встали. Раз, два. К зрителю. Раз, два, 3, 4. Пам, пам. Если все получится, это будет круто. И раз, и два, 3. И встали. Ага, шоссе. Перекидной. Кстати, вы можете туда подряд пойти, да? Лучше. И прыгнули. Еще шоссе. Раз, два. Еще раз. Сели и встали красиво. Супер! Уважаемые телезрители, смертельный номер специально для вас. 3, 4. И раз, два, 3, 4, 5, 6. И встали. И шоссе. Раз, перекидной. Раз, перекидной. И раз. Сели. И красивая поза. Испытано на себе. Ну что, друзья, в принципе, вы могли видеть, что за час нашей тренировки можно получить красивое, идеальное тело на всю свою жизнь. И вообще балет – это очень-очень красиво, хоть и сложно, но за каждой работой стоит большой-большой труд. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока! Испытано на себе.